Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас в пресс-центре информационного агентства «Спутник Кыргызстан». Сегодня у нас в гостях представители Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. Они расскажут об уголовных делах, по которым подсудимыми или потерпевшими проходили несовершеннолетние, о ситуации с лишением родительских прав и о прокурорском надзоре за соблюдением прав детей-сирот. Перед нами выступят Джумашева Эльмира Джолоновна, это зам начальника управления уголовного и гражданского судопроизводства Генеральной прокуратуры, Рязанова Татьяна Юрьевна, помощник прокурора Первомайского района Бишкека, Таланбек Улунурджан, это прокурор отдела по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов в социальной сфере и защите прав детей. Уважаемые коллеги, мы обращаем ваше внимание на то, что участники пресс-конференции уполномочены отвечать на вопросы исключительно по теме мероприятия. Если будут дополнительные вопросы, пресс-служба Генеральной прокуратуры будет готова на них ответить после мероприятия. Первое слово мы предоставляем Таланбеку Улунурджану, пожалуйста. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Биз сиздерге бүгүн прокуратура органдары тарабынан жаш чет электердин укуктарын коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар жөнүндө маалымат берип кетүү максатында келип атабыз. Уруксат берсеңиздер, мен сиздерге баяндамамды расмий тилинде айтып кетсем. Итак, уважаемые участники конференции, пресс-конференции, хотелось бы начать со статистических данных о деятельности органов прокуратуры, направленных на защиту прав детей, в том числе прав детей-сирот. Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних является одной из приоритетных сфер деятельности органов прокуратуры. В 2017 году только органами прокуратуры по результатам проведенных проверок было внесено 1759 актов реагирования, возбуждено 29 уголовных дел, внесено в защиту прав несовершеннолетних 103 исковых заявления. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 1800 должностных лиц. За первое полугодие же 2018 года органами прокуратуры в сфере защиты прав детей и сирот, в сфере исполнения законодательства о защите прав детей, в общем, выявлено более 6700 нарушений, на устранение которых внесено 935 актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 1031 должностное лицо, возбуждено 12 уголовных дел и внесено 50 исковых заявлений. Необходимо отметить, что основные усилия органов прокуратуры были направлены на защиту прав детей-сирот, защиту семьи, материнства и детства, обеспечение соблюдения законодательства об образовании, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение соблюдения законодательства о труде несовершеннолетних. Из выявленных 6724 нарушений закона 1222 нарушений, то есть 48%, приходится на соблюдение законов о защите прав детей-сирот. 1705 нарушений, то есть 25%, на нарушения в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства. По органам государственной власти большая часть выявлена в органах социальной защиты, то есть 3362 нарушения, около половины всех выявленных нарушений. В органах образования 1261, что составляет 19%. В первом полугодии 2018 года более половины выявленных нарушений, как я уже отметил, оно приходится на органы социальной защиты. При осуществлении органами прокуратуры своей деятельности также особое внимание уделяется защите прав детей-сирот. Так, в 2017 году органами прокуратуры именно в данной сфере внесено 189 актов реагирования, по результатам которых к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 184 лица. Также в защиту прав детей и сирот внесено 11 исковых заявлений. В первом же полугодии 2018 года в сфере защиты прав детей и сирот выявлено 3222 нарушения, по которым внесено 170 актов прокурорского реагирования. Привлечено к ответственности 157 лиц,
возбуждено одно уголовное дело и в защиту интересов прав детей-сирот внесено 5 исковых заявлений. Основными нарушениями в данной сфере являются нарушение имущественных прав детей-сирот, нарушение установленного порядка временного размещения детей-сирот в интернатных учреждениях. Непосредственно переходя к тем или иным примерам деятельности органов прокуратуры по защите прав детей-сирот, хотелось бы отметить, что Генеральной прокуратурой была проведена проверка в социальном фонде Кыргызской Республики, где выявлены нарушения должностными лицами фонда, а также Министерства труда и социального развития имущественных прав детей-сирот. Так, Конституция Кыргызской Республики гласит, что в Кыргызской Республике действует принцип обеспечения наилучших интересов ребенка, а государство обеспечивает содержание, воспитание, обучение детей-сирот и детей, лишенных родительских прав. В соответствии с требованиями статьи 32 закона о государственном пенсионном социальном страховании в случае смерти застрахованного лица пенсионные накопления, содержащиеся в накопительной части личного страхового счета, выплачиваются наследникам в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики. Однако, несмотря на указанные требования законодательства Кыргызской Республики, в период 2010 по 2017 года социальным фондом не были выплачены 14 712 детям, сиротам пенсионные накопления умерших родителей на общую сумму более 13 миллионов. В связи с чем Генеральной прокуратурой было внесено предписание в правительство Кыргызской Республики, в рамках исполнения которого детям-сиротам были выплачены более 20 миллионов сомов. Также необходимо отметить, что Генеральная прокуратура Кыргызской Республики осуществляет надзор за исполнением законодательства в сфере международного усыновления. И останавливаясь на статистических данных в этой сфере, хотелось бы сказать, что согласно сведениям Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики, в настоящее время в сфере международного усыновления осуществляют свою деятельность 7 международных организаций, из которых 6 из США, 1 из Нидерландов. Также в период 2014 года по сегодняшний день иностранными гражданами были усыновлены 93 ребенка граждан Кыргызской Республики. Вместе с этим Генеральной прокуратурой в соответствии с законом Кыргызской Республики о противодействии коррупции изучено положение о порядке аккредитации в Кыргызской Республике представительств иностранных организаций по международному усыновлению, по результатам которого были выявлены несоответствия и коррупционные нормы, позволяющие должностным лицам уполномоченного органа по своему усмотрению принимать решения относительно аккредитации представительств иностранных организаций. По результатам изучения данного положения, ввиду наличия определенных коррупционных зон и рисков в этом положении, Генеральной прокуратурой в правительство Кыргызской Республики было внесено представление. По результатам рассмотрения данного представления правительством были приняты соответствующие меры и привлечены к дисциплинарной ответственности лица, допустившие данные нарушения. Также, как вам известно, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики по результатам проведенной совместно с ГКНБ Кыргызской Республики проверки 28 марта 2018 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 304 УК КР относительно незаконного предоставления иностранным гражданам воспитанников Чуйской школы-интернат. По результатам расследования данного уголовного дела обвинение было предъявлено заместителю директора Чуйской школы-интернат, и уголовное дело направлено в суд. В настоящее время уголовное дело находится на стадии судебного рассмотрения. Так. Кроме того, хотелось бы отметить то, что Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере международного усыновления, а также по аккредитации детских учреждений интернатного типа, которая была проведена не так давно, а именно в августе этого года. И изучение материалов, проведенных в ходе данной проверки, показало, что деятельность в сфере международного усыновления осуществляется с многочисленными нарушениями законодательства.
Кыргызской Республики. Так, при аккредитации представительств иностранных организаций в нарушение требований Кодекса о детях, а также действовавших, а также законодательства, регулирующего порядок проведения аккредитации представителей иностранных организаций, установлено, что со стороны уполномоченных государственных органов, несмотря на то, что в законодательстве предусмотрено предоставление по каждому обращению представительства соответствующих заключений о возможности их осуществления своей деятельности на территории Кыргызской Республики, подобные заключения не составляются. Также, несмотря на допущенные представительством иностранных организаций нарушения законодательства, полномочным органам принимаются решения о продлении сроков их аккредитации. Кроме того, при осуществлении своей деятельности представителями иностранных организаций нарушаются требования о предоставлении отчетов о усыновленных детей граждан Кыргызской Республики. То есть отчеты предоставляются с нарушением установленных законодательством сроков. Также сведения об смене руководителей, месторасположении представительства иностранной организации предоставляются в уполномоченные органы несвоевременно, что также является нарушением нашего законодательства. Также несвоевременно осуществляется постановка усыновленных гражданами США детей на консульский учет в посольстве КР США, которому уведомления о предоставлении отчета об условиях жизни и воспитания детей не всегда предоставляются. То есть выявленные нарушения свидетельствуют о том, что деятельность в сфере международного усыновления осуществляется с нарушениями как со стороны представителей международных организаций, так и со стороны уполномоченных государственных органов, на которых возложено осуществление деятельности в данной сфере. Также следует отметить, что согласно сведениям существующей в нашей стране Государственного банка данных о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей, в настоящий момент зарегистрировано 70 иностранных граждан, являющихся кандидатами в усыновители. Вместе с этим хотелось бы отметить то, что в соответствии с положением о порядке усыновления, на основании письменного подтверждения, уполномоченный орган на основании письменного подтверждения иностранных граждан о желании встретиться с ребенком выдает направление на встречу с ребенком представителю правительства аккредитованной иностранной организации. При этом уполномоченный орган направляет письменное сообщение в территориальное подразделение по месту жительства ребенка о проведении встречи с кандидатом в усыновитель в сопровождении в детское учреждение интернатного типа. Также, согласно законодательству нашей страны, кандидаты в усыновители обязаны приехать в Кыргызскую Республику не менее чем за 10 дней для знакомства с ребенком и установления с ним контакта. То есть по нашему законодательству кандидат в усыновители, являющийся иностранным гражданином, должен приехать в нашу страну для знакомства и установления контакта с ребенком, которого он хочет усыновить. Но, однако, проверка показала, что Министерство труда и социального развития от отдельных кандидатов-усыновителей иностранных граждан поступает заявление о рассмотрении вопроса усыновления детей, которые по различным программам неоднократно ранее пребывали уже в семьях указанных кандидатов. То есть знакомство и установление контакта с детьми происходит не на территории нашей страны, а на территории иностранного государства. Вместе с этим проверка показала, что действительно в нашем законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие порядок отбора и направления детей, оставшихся без попечения родителей, на территории иностранных государств для проведения отдыха, каникул и тому подобное. Также в нашем законодательстве не определен конкретный порядок рассмотрения заявлений иностранных граждан о регистрации их в качестве кандидата в усыновители, предоставлением уведомлений о регистрации или же об отказе в их регистрации. То есть механизм подбора детей, подлежащих передаче на международное усыновление, в законодательстве у нас полностью не определен, что свидетельствует о определенных коррупционных зонах и рисках в данной сфере.
Кроме того, проведенной прокуратурой, Генеральной прокуратурой проверкой также были охвачены вопросы осуществления деятельности интернатных учреждений. Согласно информации Министерства труда и соцразвития, в настоящий момент в Кыргызской республике функционирует 145 детских учреждений интернатного типа, где воспитываются более 12 тысяч детей. Из указанных учреждений интернатного типа, детских учреждений интернатного типа, прошли аккредитацию лишь 24. Тогда как в соответствии с Кодексом о детях аккредитации подлежат все субъекты, оказывающие услуги детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. То есть другие интернатные учреждения осуществляют свою деятельность без аккредитации. Вместе с этим была проведена проверка порядка проведения аккредитации прошедших, именно получивших аттестат об аккредитации интернатных учреждений, которая показала, что при проведении аккредитации детских учреждений интернатного типа также были допущены нарушения законодательства. К примеру, при подаче заявлений для проведения аккредитации перечень документов, установленный нашим законодательством, то есть документы, предоставленные Министерству труда и социальной защиты, не были полностью предоставлены в соответствии с перечнем документов, установленных нашим законодательством. А именно отсутствовали, к примеру, заключения санитарной службы, пожарной службы. Несмотря на это, они получили аккредитацию. По итогам проверки, проведенной по вопросам международного усыновления и по вопросам деятельности детских интернатных учреждений, Генеральной прокуратурой 30 августа 2018 года в правительство Кыргызской республики было внесено представление об устранении нарушений закона, где было также рекомендовано принять меры по устранению выявленных коррупционных зон рисков в законодательстве, регулирующие упомянутые сферы деятельности. Данный акт реагирования в настоящее время находится на стадии рассмотрения. Вкратце, кылмыштуулук боюнча, кыскача мен сиздерге статистика эмес, эң негизги ушу кылмыштуулук боюнча эле керекпи? Так. Давайте пока спикер найдет необходимые данные, выступит второй спикер, а потом уже перейдем к вопросам, да? Так будет логично. Пожалуйста. Здравствуйте. Хотелось бы отметить, что категория дел, где подсудимые, где несовершеннолетние проходят в качестве подсудимых, находится на особом контроле у прокуратуры. Согласно приказу Генерального прокурора, по данной категории дел гособвинения обязаны поддерживать руководители прокуратур, то есть заместители либо прокуроры. Согласно предоставленным данным с регионов, за 8 месяцев 2018 года судами республики рассмотрено 263 дела в отношении 330 лиц, где подсудимыми проходили несовершеннолетние. Из рассмотренных по 66 уголовным делам в отношении 89 лиц вынесены обвинительные приговора, по 188 уголовным делам в отношении 234 уголовные дела судами были прекращены. По 3 уголовным делам в отношении 3 лиц были применены меры медицинского характера, по 1 делу в отношении 1 лица было применено ограничение свободы, и по 5 делам в отношении 6 лиц, согласно статье 83 УПК, применены меры воспитательного воздействия. Как видно из вышеперечисленных статданных, в основном судами уголовные дела прекращаются, где подсудимыми, а где несовершеннолетние проходят подсудимыми. Как правило, основаниями являются ущерб, примирение сторон. Это составило 71% прекращаемости из числа рассмотренных дел.
Обвинительных приговоров процент составил 25%. Лишение свободы было применено в отношении 24 лиц, штраф 3 лица и условное наказание 62 лица. Как правило, суды очень внимательно выносят приговора именно по этой категории дел. Основная масса преступлений были совершены в ночное время, либо вечернее время, что свидетельствует об отсутствии должного контроля за поведением несовершеннолетних со стороны их законных представителей. Наибольшую криминальную активность проявляли несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет. Ими совершено наибольшее число преступлений, именно они совершали большую часть тяжких и менее тяжких преступлений. На момент совершения преступления несовершеннолетние не учились, не работали, либо учились или числились за учебными заведениями. Более половины совершенных несовершеннолетними преступлений составляет это кража сотовых телефонов, личного имущества, грабежи. Остальные преступления – это умышленное причинение вреда здоровью различной тяжести, незаконное хранение наркотических средств и насильственные действия сексуального характера. За 8 месяцев 2018 года судами республики рассмотрено 181 дело в отношении 204 лиц, где потерпевшими проходили несовершеннолетние. Постатейный анализ уголовных дел показал, что более 50% преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, связаны с умышленными преступлениями против личности, подавляющее большинство из которых составляет преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Также наше управление участвует по категории, где рассматриваются лишения родительских прав. За 8 месяцев этого года рассмотрено 312 дел, из них удовлетворено 277 исковых заявлений. Анализ показывает, что в основном лишение родительских прав в судебные органы обращаются матери ребенка за защитой своих прав и прав ребенка. Также, кроме этого, по лишению родительских прав и направлению детей в интернатные учреждения обращается соцзащита. Об определении места жительства ребенка в суд в основном обращаются отцы. С исковыми заявлениями об усыновлении, удочерении детей обращаются и женщины, и мужчины, а также семейные пары об установлении опеки и попечительства. Чаще всего в суды обращаются родственники несовершеннолетних. Наверное, вот так кратко все. Спасибо большое. Был первый вопрос. Вы готовы, да, ответить уже? Более подробно. Мы рассылаем видеозапись, поэтому она найдет ответ на свой вопрос. Жаш өспүрүмдөрдүн арасында жасалган кылмыштуулукка токтоп кетсек, буга чейин айтып кеткендей, көбүнчө алардын мүлүктүк укуктарына каршы жасалган кылмыштар болуп эсептелет. Жалпы статистикалык маалыматтарыбызга ылайык, биздин ички иштер органдары тарабынан берилген маалыматтарга ылайык, 2018 жылдын жарым жылдыгынын жыйынтыгы менен 50%-тен ашык көбөйгөндүгүн биз айтсак болот кылмыштуулуктун. Себеби ошол эле мезгилде 2017 жылы 6 айында 461 кылмыш катталса, жаш четелдиктер тарабынан жасалган. Быйыл 2018 жылы 955 кылмыш катталып атат. Бул жалпы 50%-тен ашык деп эсептесек болот. Подай, пожалуйста, микрофон. Кылмыштуулуктун санын көбөйгөн себептерин бул эми негизги биз ошо профилактикалык иштерин ошол тармакта солкундап кеткендерин айтсак болот. Себеби биздин мыйзамдарыбызда кылмыштын алдын алуу боюнча мыйзам бузуучулуктарды алдын алуу, Кыргыз Республикасынын мыйзам бузуучулуктарды алдын алуу боюнча негизги мыйзамыбыз бар. Ошонун талаптарына ылайык индивидуалдык профилактика иштерин жүргүзүү белгиленген. Ушул негизги талаптарын күчөтүү зарыл деп эсептесек болот.
Мындан тышкары эми жалпы биздин ушу социал экономикалык шарттар деп эсептесек да болот. Чет өлкөлүк жарандар биздин наристелерди багып алып атышпайбы? Бул кандай негизде жүргүзүлөт? Негизи эле маалыматтар боюнча азыр ошол боюнча мыйзам бузуулар абдан көп деп айтылат да. Чет өлкөлүк жарандар тарабынан биздин жарандар, жаш чет элек жарандарыбызга карата асырап алуу жүргүзүү боюнча биздин тийиштүү мыйзамдарыбыз бар. Бул негизги биздин кодекс, жаш жеттер жөнүндө кодекс, балдар жөнүндө кодексибиз бар. Ал жерде көрсөтүлгөн эл аралык ошо чет өлкөлөр жарандарын асырап алуу боюнча талаптары. Негизги биз айтып кеткендей, мен буга чейин айтып кеткендей, текшерүүнүн жыйынтыгы менен чындыгында ушул багытта мыйзам бузуулар орун алгандыгын аныктап жатабыз. Себеби ошол эле эл аралык ошо чет өлкөлүк уюмдардын биздин Кыргызстанда иш жүргүзөт. Ал эми иш жүргүзгөндүгү биздин мыйзамдарыбызда тартиби көрсөтүлгөн. Ошондой эле аларды аккредитациялоо тартиптери да белгиленген. Бирок бизде мыйзамдарыбызда көрсөтүлгөн талаптарын бузуу менен ушул иш жүргүзүлүп жаткандыгы аныкталды. Ошондуктан биз тарабынан биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө прокурордук акты жолдонгон 30 августунда ушул жылы. Ал эми ал азыр кароо алдында турат. Ошол эле актыда биз ушул багытта болгон коррупциялык кандайдыр бир коркунучтар болгондугун да көрсөттүк. Себеби биз толук ушул тармактагы маселелерди мыйзамдаштырбаганыбыз дагы аныкталган. Негизи ушул бүгүнкү күнгө чейин 2014 жылдан баштап 93 баланы чет өлкөлүк жарандар асырап алган. Еще вопросы, уважаемые коллеги? Аида, Макс, Марат. Да? Есть? Ага. Марат Уралиев, Кактус Медиа. Касаемо детей, вот последний случай в Ваше, когда мать с ребенком сбросилась, какие-то меры принимаются, что там вообще происходит? И вообще много случаев насилия в отношении детей. Есть ли какие-то примеры, кого-либо привлекли, может как-то какие-то профилактические меры, беседы были положительные, которые результаты дали? Спасибо за вопрос. Действительно, ситуация с преступностью среди несовершеннолетних, а также вообще с фактами насилия в отношении детей, они, как показывает статистика, она в данный момент идет по тенденции именно к возрастанию. Вот, как я уже отметил, рост преступности среди несовершеннолетних наблюдается по итогам полугодия 2018 года более чем на 50%. Вместе с этим факт преступлений, именно совершенных в отношении детей, также количество преступлений увеличилось с 507 до 794, что в процентном соотношении составляет 36%. Это все говорит о том, что как преступления, совершаемых со стороны несовершеннолетних, так и преступления, совершаемых в отношении совершеннолетних, у нас становится все больше. Среди них также имеются случаи сексуального насилия в отношении детей, которые порой освещаются в средствах массовой информации и вызывают большой общественный резонанс. В качестве примера могу отметить случай, который произошел у нас в Наукатском районе, где житель Наукатского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись беспомощным состоянием малолетней девочки, пытался ее изнасиловать, но на крики этой девочки отреагировали соседи и задержали, получается, человека, который хотел изнасиловать малолетнюю девочку. По этому факту было возбуждено органами ОВД Наукатского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 129 УК КР. И по результатам следствия это уголовное дело было направлено в Наукатский районный суд, приговором которого гражданин, инициал которого просто назову КС,
был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 129 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и приговорен к лишению свободы, к лишению 20 годам лишения свободы. А сколько лет было девочке? Девочке было это 2011 года рождения, но на момент совершения преступления ей было так, 16 лет. 16 лет ей было. Это было в конце 2017 года. Пожалуйста, вопрос. Менин суроом Эльмира Жолоновна сизге баягы жашы жети эле өспүрүмдөр кылмыштуулук кылганда алардын социалдык абалы кандай? Аларды мындай медициналык жактан текшергенде дагы психикалык жактан алардын абалы, социалдык абалы, жашоо турмушу кандай адамдар көбүнчө кылмыштык кылышат? Сейчас я, наверное, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Как бы не было повода, связанных с психическими. Сейчас я как бы таких фактов нету в настоящее время. Кыскача кошумчалап кетсем, жаш өспүрүмдөр тарабынан кылмыштар жасалгандыгы боюнча негизги анализди профилактика бул багытта жүргүзүү биздин ички иштер органдарына жүктөлгөн. Ошону менен бирге биз бул багытта жүргүзүлүп жаткан ишке көзөмөл жүргүзөбүз мыйзамдардын аткарылышына. Ал эми биздин мыйзамдарда көрсөтүлгөн талаптарга токтоп кетсек, ар бир жаш жетелек жаран, кылмышты жасаган жаран бул биздин жана ТЖС социалдык өнүктүрүү органдары тарабынан тийиштүү каттоого алынып, бул жарандар менен да жаш жетелектер менен тийиштүү чара иш жүргүзүлүш керек. Анын баары мындан тышкары жана мен биз айтып кеткендей мыйзам бузууларды алдын алуу жөнүндө мыйзамыбызга ылайык аларга карата индивидуалдык профилактикалык иштер да жүргүзүлөт. Спасибо. Вопросы? Здравствуйте, Акипресс. Сколько фактов незаконного задержания несовершеннолетних со стороны милиционеров вы зафиксировали? Конкретно ответить на этот вопрос, может быть, мы вам дополнительно предоставим, потому что именно этими данными, к сожалению, мы сейчас... Сегодня была новость, что сотрудники Октябрьского ГОМ задержали детей от 7 до 10 лет, пугали их, сделали фото на ростомере, опросили без взрослых. Пока по данной публикации у нас информации нет, но вместе с этим мы возьмем на контроль и в случае необходимости предоставим дополнительную информацию. Еще вопрос? Еще есть, пожалуйста. Также по публикациям, что девушку изнасиловал ЛОВЗ, да, человек с ограниченной возможностью здоровья в Аламединском районе. Да. В настоящее время следствие или расследование на какой стадии? По этому вопросу тоже можно будет вам дополнительно, более подробно вместе с предыдущим вашим вопросом ответим. Здравствуйте, агентство Кабар. По поводу тех девочек, которых в Сокулуке избивал отчим, что там сейчас нового? В настоящее время прокуратурой Сокулукского района было внесено представление в связи с тем, что там же вынесли постановление о прекращении за примирением сторон, то есть мать этих девочек написала встречное заявление о том, что никаких претензий не имеет. В настоящее время было опротестована прокуратура за мягкостью судебного решения. То есть оно сейчас на стадии в Чуйском областном суде. Еще вопрос, коллеги? По факту незаконной передачи малолетних воспитанников в Чуйскую школу-интернат было возбуждено дело, а кого привлекли и сколько человек, должность можно будет? Я, как отметил уже в докладе своем,
по данному факту было возбуждено уголовное дело со стороны Генеральной прокуратуры 28 марта 2018 года по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 304, то есть злоупотребление полномочиями должностным лицом в личных интересах. По итогам расследования данного уголовного дела было по упомянутой статье предъявлено обвинение заместителю директора Чуйской школы-интернат, которая на момент передачи детей, незаконной передачи детей иностранным гражданам являлась исполняющим обязанности директора данного учреждения. В данный момент уголовное дело находится на стадии судебного рассмотрения. Конечно. По последним продажам детей, что вы можете рассказать более подробно? Сейчас, секундочку. По последним фактам, которые нашли свое отражение в средствах массовой информации, продаже новорожденных детей, а также были размещены статьи о проведении незаконных абортов, органами внутренних дел проводится соответствующая работа. Всего правоохранительными органами по фактам торговли новорожденных возбуждено 3 уголовных дела. Из них 2 уголовных дела возбуждено органами прокуратуры и 1 дело органами внутренних дел. То есть эти уголовные дела были возбуждены по статье 124 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Кроме того, органами внутренних дел было возбуждено 1 уголовное дело по факту незаконного производства аборта. Так установлено, что акушер-гинеколог частного медицинского центра, расположенного в городе Бишкек, произвела аборт девушки, находящейся на 32-33 неделе беременности, тогда как согласно законодательству нашей страны при производстве искусственного прерывания беременности после 22 недели запрещается. То есть в данном случае было возбуждено уголовное дело, предусмотренное по статье 116 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, то есть производство незаконного аборта. По указанным уголовным делам, вышеотмеченным уголовным делам, то есть по 4 уголовным делам, которые были возбуждены, были предъявлены обвинения в отношении 5 лиц, в том числе работникам здравоохранения, в отношении 3 из которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении 2 в виде домашнего ареста. Все 4 уголовных дела в настоящий момент находятся на стадии расследования. Имена и фамилии задержанных и места их работы в интересах следствия разглашению не подлежат. По уголовным делам проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление других возможных фактов торговли людьми. Можно микрофон, пожалуйста? Многие утверждают о том, что все эти врачи, многие задержаны именно с 4-го роддома. Правда это или нет? Ну, как я уже отметил, пока мы этот вопрос пока комментировать не можем. Жалпы балдарды сатуу боюнча укук коргоо органдары тарабынан 3 кылмыш иш козголду. Бул биздин кылмыш жаза кодексинин 124 беренесинде белгиленген кылмыш. Ал эми мыйзамсыз аборт жүргүзүү факты боюнча дагы бир кылмыш иш козголгон. Жалпы 4 кылмыш боюнча 5 адамга айыптар угузулуп, анын ичинен 3 жаран камакка алынды. Ал эми 2 жаран карата үй камак чечим кабыл, баш бөгөткө чарасы кабылды. Также уточняющая, вот мать, которая привела беременность, она не привлекается к ответственности? В настоящий момент рассматривается вопрос ответственности лиц, осуществивших, это потому что в статье 116 указано незаконное производство аборта. Это медицинских работников, ответственность медработников. Как убийство или не предусматривается?
Если 32-33 недели беременности. Нет, это убийство никак не квалифицируется. Более подробно, наверное, по результатам следствия уже со стороны органов внутренних дел вам будет она. А вот вообще сколько случаев незаконного аборта было произведено в прошлом году и в этом году? Или хотя бы в этом году? Статистические сведения более подробные мы, наверное, вам дополнительно дадим по абортам именно. Вы сказали, что не можете назвать места работ, но по некоторой информации эти врачи работают в разных поликлиниках, в разных больницах. Вы можете хотя бы подтвердить или опровергнуть, что эти врачи... Нет, к сожалению, я не могу, это в интересах следствия. В данный момент ведется следствие, и разглашать касаемую информацию относительно этих уголовных дел, кроме тех, которые мы назвали, мы не можем. Окей. Вопросы еще? Да. Анастасия, Пятый канал. Скажите, а вот вы сами сказали, что растет тенденция, да, к преступления против детей совершенно, в том числе и сексуального характера. Планируется ли инициировать вот, наказание в виде принудительной химической кастрации? Я бы хотел отметить, что в соответствии с нашим законодательством органы прокуратуры являются надзорным органом. К числу нормотворческих органов мы не относимся. К нормотворческим органам в соответствии с нашим законодательством относятся правительство, депутаты Жоркенеша и народная инициатива, да, сами граждане. Вместе с этим мы соответствующие предложения мы и вправе обращаться, но такого предложения со стороны Генеральной прокуратуры направлено не было. И в настоящий момент рассматривается ли данный вопрос в правительстве или же в Жоркенеше, мы не обладаем информацией. Ну хорошо, вот вы говорите, вы можете выступить с этим предложением. Вы планируете вообще выступить? Потому что вы сами только что сказали, что растет тенденция, да, направленная против детей вот именно насильственного характера и сексуальных действий, да? В нашем законодательстве имеются механизмы, именно нормы, которые позволяют принять меры по предотвращению данных негативных явлений. Мы работаем в части усиления надзора по надлежащему исполнению этих норм и принимаем соответствующие меры. Также уточняющий вопрос по акушер-гинекологу. Она относится к этому делу, с ТСМ, или она отдельно, вообще отдельное дело? И где она сейчас? СИЗО, домашний арест у нее? По акушер-гинекологу как раз-таки это касается именно возбужденного уголовного дела. Да, вот, она водворена в СИЗО или у нее домашний арест? Сейчас. Именно это акушер-гинеколог, где она? Именно этот гинеколог, где она? Она в СИЗО или... Ага, спасибо. Еще вопрос, коллеги? Если нет, мы закончим пресс-конференцию. Благодарим всех участников и журналистов. Спасибо.